Одни соревнования за другими, многочасовые усердные тренировки и боевой настрой. Интинские боксеры только вернулись с республиканского турнира и уже готовятся к следующему. С 22 по 24 сентября в Сыктывкаре прошли соревнования, в которых приняли участие более 75 боксеров из разных городов и районов Коми. Сборную Приполярья представляли воспитанники спортивной школы «Юность». Республиканский турнир в Сыктывкаре для интинских боксеров был первым в этом спортивном сезоне. За честь Инты сражались 7 воспитанников тренера по боксу Тараса Цверчака. Все ребята вернулись домой с наградами. Наставник доволен выступлениями мальчишек. По его словам, парни достойно провели каждый бой. Всегда первые соревнования в сезоне очень ответственные. Они показывают, в какой готовности ребята подошли к сезону. Было дано задание на летний период, на каникулы. Кто-то выполнял, кто-то не выполнял, и вот в этих соревнованиях все проявляется. Республиканский турнир памяти народного учителя Александра Католикова – традиционный турнир, на который мы часто приезжаем. И в этом году мы поехали в количестве 7 человек. Ребята разных возрастов, от юниоров до средних юношей 13-14 лет. Ну, в общем, могу сказать, что ребята проявили себя неплохо, я доволен ими, хотя есть над чем работать. И, конечно, соревнования очень нужны для того, чтобы увидеть те ошибки, над которыми нужно работать. Это самое важное. О хорошем всегда будем говорить, а вот ошибки – это важнее, чем даже хорошее, потому что если мы не будем исправлять ошибки, у нас не будет никаких побед. После каждого соревнования мы разбираем каждый бой, каждую деталь, ребята устраняют ошибки, и мы идем вперед. Наши ребята боксировали с сильнейшими спортсменами Коми в разных возрастных и весовых категориях. По итогам республиканского турнира в копилке спортсменов 7 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая. Там присутствовали только бойцы из республики Коми. Хорошие боксеры сейчас в Сыктывкаре. Там, в общем-то, 13 тренеров, народу очень много в разных возрастах. И есть с кем побоксировать. Они часто проводят свои соревнования, а боевой опыт у них хороший, они даже летом боксируют. У нас такой возможности, конечно, нет, и нам сложнее. Но мы берем немножко другим, силой воли, силой духа, настроением, настроем на каждый бой. И получается так, что некоторые бои пришлось просто выгрызать. Ну, ребята молодцы, не сдавались, все проявили от мала до велика силу воли и одержали убедительные победы. В весовых категориях 67 и 80 килограммов золотые медали завоевали интинские боксеры, кандидат в мастера спорта Саид Мирзоев и перворазрядник Артур Руденко. Съездили в Сыктывкар, более-менее доволен, провел 3 боя. В первом бою закончил досрочно, остальные 2 пришлось хорошо поработать. В финале, в 3-м бою боксировал с боксером с Карткироса. Боксер довольно сильный. 3 раунда боксировали. Ну, довольно такой хороший соперник был. Ну, единогласным решением судей выиграл 1-е место. Боксировал 2 боя. В первом бою я боксировал с соперником из Эжвы и выиграл. Но соперник был серьезный. Победа не так легко давалась. В финале встретился с местным из Сыктывкара. Он уже был более опытнее меня, и бой был, конечно, сложнее. И я проиграл и получил 2-е место. Боксом я занимаюсь 2-й год. До этого я занимался плаванием очень много, поэтому у меня хорошая функционалка. На соревнования в прошлом году я ездил не очень часто. В этом году постараюсь ездить побольше, хоть у меня и выпускной класс. Так как занимаюсь я боксом немного, есть такое часто волнение перед боями. Но с выходом на ринг сразу оно проходит. Учащийся 11 класса лицея номер 1 Даниил Рунин 9 лет занимался плаванием, но ему всегда нравился бокс. В один прекрасный момент юноша решил осуществить свою мечту и пришел тренироваться к Тарасу Цверчаку. Наставник сразу оценил физподготовку и способности парня. На республиканском турнире в Сыктывкаре Даниил провел 2 боя с сильнейшими соперниками Коми и занял 2-е место. В Сыктывкаре первый бой у меня был сразу в полуфиналах с соперником из Воркуты. Это был парень моего уровня. С ним был очень хороший бой, равный.
но все-таки я смог выиграть по очкам. В финале я встретился с соперником из Сыктывкара. Он намного был выше меня по уровню. Был очень тяжелый бой, и, к сожалению, выиграть не получилось, но я не отчаиваюсь и буду тренироваться дальше, чтобы взять реванш. Мальчик занимается у меня 2-й год, он много лет занимался плаванием. Отличная функционалка. Спасибо тренеру по плаванию Ларисе Дикой. У него великолепная функционалка, дышит прекрасно, может провести хоть 12 раундов. Ну, естественно, что еще не хватает опыта, не хватает техники, но за счет функционального состояния, за счет силы воли он побеждает. В общем, на этих соревнованиях занял 2-е место и выполнил норматив 2-го спортивного разряда. Это для него большой успех. Отдыхать и расслабляться парням некогда. Юноши усердно готовятся уже к следующему турниру. Через несколько дней они выезжают на соревнования, которые пройдут в Архангельской области. С 30 сентября по 3 октября интинцы будут сражаться с боксерами из разных уголков России в Коряжме. Готовлюсь, как всегда, в принципе, как и ко всем соревнованиям. Я думаю, что в Коряжме будут довольно достойные соперники, поэтому где-то можно и поусерднее потренироваться. Как всегда усердно. В принципе, думаю, что соперники будут довольно серьезные, и нужно попытаться, чтобы выиграть. Боксеров всегда было и есть так, что боксер растет во время соревнований и после соревнований. Эти соревнования очень кстати для ребят, особенно старшего возраста. Практически у нас передых, вот мы приехали только в понедельник ночью, с воскресенья на понедельник, и в среду уже уезжаем. Они так скажем, на ходу все готовы, все в весе. Сейчас несколько тренировочек проведем, таких дополнительных, и поехали, и это будет очень хорошо для них. Ну и, естественно, берем еще ребят дополнительно, не новеньких, а тех, которые не было в Сыктывкаре. Для них тоже очень этот опыт будет бесценный, потому что там будут представители всей Вологодской области, Архангельской области, все. В общем, насколько я знаю, там около 200 будет человек, участников этого турнира. Бокс был и остается одним из самых популярных видов спорта в Инте. Секцию посещают более 50 ребят. За плечами многих мальчишек огромное количество проведенных боев и высоких наград. Интинцы постоянно участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают отличные результаты.